Наши дорогие друзья, мы очень рады вас видеть в нашем музее, и особенно в этот день. День, посвященный Международному музею. Для нашего музея истории просвещения Коми края эта дата знаменательна вдвойне. Ровно 25 лет тому назад, 18 мая 1994 года, вот в этом зале открылась первая постоянная экспозиция Музея истории просвещения Коми края. До этого существовал Музей истории Сыктывкарского университета. Он был открыт 1 февраля 1982 года и первоначально размещался в совсем крохотной комнате в 15 квадратных метров. Эта комнатка, она стала вместилищем истории Сыктывкарского университета, еще не богатой, но уже очень перспективной. Постепенно накапливался материал, постепенно расширялись пространства музейные, появился выставочный зал благодаря ректору Алексею Елисеевичу Грищенко. Он сказал, я увеличил помещение музея в 3 раза, выделил вот эту комнатку в 45 квадратных метров. К сожалению, период, которым руководил Сергей Иванович Гуляев, доктор физико-математических наук, профессор, это был 1990-1995 годы, был весьма сложным в истории нашей страны, в истории нашей республики, в истории нашего университета. Вот этот зал, когда-то очень красивый, нарядный, пришел в абсолютную техническую негодность. Протекала крыша насквозь, паркет вспух, стены покрылись плесенью. И я сказала, Сергей Иванович, отдайте мне это помещение. Он говорит, денег нет. Я говорю, я найду спонсора. Я уже где-то рассказывала об этом, говорила, что я еще тогда была молодая, красивая. Первые спонсоры только появились в нашей стране. И было, честно говоря, не так сложно и получить одни какие-то деньги. Таким образом, удалось достать, собрать для нашего музея, будущего музея, 22 миллиона рублей. Вот эти внутристенные витрины, вот эти напольные витрины, это все было приобретено на эти деньги. На эти деньги был оформлен зеленый зал. Художник Михаил Шахов, который конструировал вот это музейное оборудование, только специально для нашего музея, работал бесплатно. Я говорю, Сергей Иванович, надо хоть небольшую сумму ему дать. Он говорит, нет, мы обещаемся делать без средств университета. Я все-таки надеялась, что какая-то сумма найдется, но 18 мая на открытии вот этой экспозиции, она была очень нарядной, к нам пришел Юрий Алексеевич Спиридонов, пришел и банкир, имя его широко было в те годы известно, он протянул мне 500 тысяч рублей. Шахов стоял со мной рядом. Я сказала, Миша, эти деньги для вас. Так он получил свой гонорар за создание музея. Денег не было и на ремонт, но не было в те годы и необходимого оборудования. В городе невозможно было достать краску, гвозди. Вот там та стена нашего зала самоцветов, она граничит с коридором, она была стеклянной. Я сказала, Сергей Иванович, я здесь хочу сделать кирпичную стену. Он говорит, делай, что хочешь. Стали делать кладку. Но квалифицированных рабочих тоже очень много. Мало что было краски и кирпичей, которых приходилось доставать самой. Но не было квалифицированных рабочих, которые не соглашались
Самойлов. Михаил Шахов, Алексей Шахов был дизайнером по оборудованию. А хотелось построить такую экспозицию, чтобы она была тоже весьма привлекательной. Как-то зашел ко мне Андрей Васильевич, он живет в Москве. Я ему говорю: Андрей Васильевич, мне не очень нравится, как оформлена наша витрина. Он сантиметр сюда, сантиметр в другую сторону, в третью сторону, и витрина заиграла. Я говорю: вы согласитесь нам оформить музей? Хорошо, оформим. И вот здесь эта экспозиция, открывшаяся в 1994 году, она сияла, она была замечательной, но продолжала протекать крыша. И в 1995 году нашим ректором был избран Василий Никифорович Задорожный. Он пришел из Тараса. Я вижу единственную структуру, которая работает эффективно. Что я для вас могу сделать? А дело в том, что Василий Никифорович у нас работал в нашем университете, был деканом экономического факультета, был заведующим кафедрой. После защиты докторской диссертации, на это время он уезжал в Москву, он работал в исполкоме. И он стал одним из наших спонсоров. Эти 22 миллиона, 1 миллион подарил нашему музею именно он, будучи заместителем мэра нашего города. Я его встретила неподалеку от своего дома, и когда же он меня продавал, он идет с булочками, я иду на работу. Я говорю: Василий Никифорович, вы откуда идете так рано? Он говорит: я иду от мамы. Я живу в Москве, от мамы идет. Я говорю: знаем мы вашу маму. Он говорит: слушайте, лучше расскажите, что там у вас в университете. Я говорю: дайте миллион, расскажу. Для чего вам миллион? Я говорю: мы создаем музей, который будет лучшим музеем нашего города. Ну, тогда действительно еще, он действительно был такой. Сейчас, к сожалению, или к счастью, не знаю, музейные дела развиваются вперед, и национальный музей тоже станет лучше нашего музея, тоже вышли на очень высокие уровни работы. А тогда мы были первые. Ну, он выделил вот эту сумму, и когда он пришел, уже на должность встречи, он сказал: знаете что, мужчина должен заниматься ремонтом. Давайте мы сделаем ремонт. Я говорю: хорошо, сделаем ремонт, но вначале отремонтируйте, пожалуйста, крышу. Потому что она у нас уже начинала опять протекать. И он первую крышу сделал на музей, потом отремонтировал крыши по всему корпусу и по другим корпусам. И тогда в газетах на него ополчили журналисты и шутили по поводу того, что Задорожного что-то с проблемой какие-то с крышей. Но, тем не менее, он привел университет в очень хорошее состояние, что до сих пор живем в том состоянии, которое было достигнуто в ремонтном здании Василия Никифоровича Задорожного. Не было больше никаких ремонтов с того времени. И он сказал: вам что, достаточно вот этого помещения? Вполне достаточно. Он говорит: а если я вам дам еще и первый этаж? Я говорю: замечательно, что вы там разместите? Я тут же рассказала, что будет на первом этаже, что будет на втором этаже. И он разрешил привлечение Андрея Васильевича Самойлова, который потом сделал очень много для целого университета. И мы в 2001 году открыли уже весь комплекс оба этажа. Конечно, вот этих кресел здесь не было. Здесь была экспозиция, здесь были интерьеры экспозиционные и так далее. Но, как говорится, все меняется. За лучшую сторону, за нет. Но не будем о грустном. Но наш музей развивается. И растет он достаточно напряженно. У нас постоянно разные выставки. У нас издаются различные труды, которые формируются на базе материалов нашего музея. У нас проходят вечера, у нас творческие встречи, у нас шаляпинские вечера, которые популярны для жителей нашего
города. И здесь, на базе нашего музея, проходили всероссийские исследовательские дни, когда сюда приезжали гости со всей России. Я хочу сказать, что в этом году мы тоже, в общем-то, провели большую работу и обобщили некоторые итоги. Вы знаете, что музей активно принимал участие в юбилее Валентины Александровны Витязевой и подготовил такой сборник воспоминаний Сыктывкарский университет, воспоминания современников. Ольга Александровна сегодня говорит о нашем университете, написала очень хорошую вступительную статью. Конференция прошла с большим успехом. Сейчас мы готовим сборник по результатам конференции. И буквально уже в пятницу я сдаю окончательный вариант этого сборника издательства. И эта конференция у нас действительно была очень интересная, потому что один день этой конференции мы провели на родине Валентины Александровны Лукьяненской, где нас очень тепло принимали. Осенью, тоже в этом учебном году, вышел каталог личного фонда «Творческая судьба Чисталёва». У нас с момента создания университета формировался материал о Прометее Ильиче Чисталёве, потом стали давать дарить нашему музею материал его жены, первая жена Прасковья Ивановна Чисталёва, участница Великой Отечественной войны, его вторая жена Тамара Алексеевна Чисталёва, основатель литературного музея имени Уратова. И таким образом у нас формировался очень значительный фонд, который включает около 5000 экспонатов. Конечно, такой каталог вышел только основной